Татарстанцы массово начали получать сообщения с призывом отказаться от пенсии в цифровых рублях. Знакомая прислала сообщение, что нужно идти в пенсионный фонд и отказываться. В отделение социального фонда по республике поступили сотни обращений. Заявление о переводе или тем более отказе перевода представлять не нужно. Фейк это или пенсия станет цифровой. В ситуации разбиралась Алена Струминская. День российской науки. Наука, технология и, конечно же, люди – это наши конкурентные преимущества. 80-летие в этом году отметит Казанский научный центр РАН. Здесь трудились выдающиеся ученые. Это мировые имена. О традициях и целях татарстанской науки наш репортаж. От оперы до мюзикла. Могущественная фея! Приветствую тебя в волшебной стране! В Зеленодольском музыкальном театре каждая постановка – песня. В нашем театре ставятся мюзиклы, оперы, опереты, шоу-программы. Как стартовал новый театральный сезон и чем планируют удивлять зрителей в этом году, расскажет Арина Тыринова. Об этом и не только в ближайшие полчаса. Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу, в студии Елена Изнатуллина. Сегодня День российской науки. С профессиональным праздником научное сообщество и ученых Татарстана поздравил Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. Он отметил, развитию технологий в республике всегда уделяли большое внимание, а люди, которые их создают, основа конкурентоспособности региона. 80 лет в этом году исполнится Казанскому научному центру. О крепких научных традициях и глобальных задачах республики наш репортаж. Сегодня, 8 февраля, в нашей стране отмечается День российской науки. Развитие науки в Татарстане – приоритет. Накануне в Кремле государственные премии и награды вручили отличившимся исследователям. Во вторник День науки отметят на республиканском торжестве. В 2024-м, объявленном в республике годом научно-технологического развития, была проделана большая работа. И это только начало. В этом году нам необходимо обеспечить выполнение обновленной стратегии научно-технологического развития России, реализации национальных проектов технологического лидерства, а также продолжить реализацию республиканских инициатив. В год 80-летия Победы столько же исполнится Казанскому научному центру РАН. Решение об открытии в Татарстане филиала Академии наук страны было принято 13 апреля 1945-го. С тех пор он ни на день не прекращал работу. Сегодня центр занимается фундаментальными исследованиями по актуальным направлениям, к примеру, экологии промышленных городов, вырабатывает современные решения для мониторинга окружающей среды и глубокой переработки отходов. 1941-1945 годы в республике разместилось 33 из 85 учреждений Академии наук Советского Союза. 33 из 85. Здесь трудились выдающиеся ученые: Королев, Туполев, Глушко, Капица, Ландау, Курчатов, Вавилов и многие еще другие. Это мировые имена. Мировые. В Татарстане серьезная научная база, продвинутые ученые. Все это позволяет республике быть конкурентоспособной. Мы продолжим поддерживать научное сообщество, подчеркнул Рустам Минниханов. Технология и, конечно же, люди – это наши конкурентные преимущества. Перспектива любого государства в его интеллекте и том научном потенциале, который есть. Это касается и регионов. Правительство республики поздравил с профессиональным праздником академиков, ученых, аспирантов, профессорско-преподавательский состав. Всех, кто трудится на благо науки и прогресса. Лена Изнатуллина, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов поручил главам городов и районов на высоком уровне провести торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов. Он будет отмечаться в следующую субботу, 15 февраля. Дата приурочена к выводу советских войск из Афганистана. За 10 лет через Афган прошли 9 тысяч татарстанцев. Многие из них принимают участие в СВО, собирают и отвозят гуманитарную помощь, работают с молодежью и воспитывают в них патриотизм. В этот день мы чествуем воинов, афганцев и других ветеранов боевых действий, кто прошел горячие точки, мужественно исполнив свой долг.
Многие из числа афганцев и сегодня принимают участие в специальной военной операции, участвуют в гуманитарных миссиях, в деятельности ветеранских организаций, а также проводят патриотическую работу с молодежью. Год защитника Отечества, День памяти воинов-афганцев приобретает особую значимость. На пожаре в Елабуге погибли 2 человека. Загорелся кирпичный гараж, в котором проживали мужчины. Огонь вспыхнул в кооперативе «Рубин» на улице Спортивная. По данным МЧС, предварительная причина трагедии – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Видимо, отапливали помещение. Правоохранители начали проверку. Прокуратура даст оценку действиям руководства гаражного общества. Как получилось, что в помещении проживали люди? Смертельное ДТП произошло сегодня в Тукаевском районе. По данным госавтоинспекции, водитель ВАЗа выехал на встречку, где столкнулся с Рено. Его, в свою очередь, отбросил на Киа. Предполагаемый виновник аварии скончался на месте. О силе удара говорят эти кадры. Как видим, от автомобилей практически ничего не осталось. На территории республики вновь опустится туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр. Видимость ухудшится сегодня ночью и завтра утром. В ближайшие дни характер погоды не изменится. По данным синоптиков, осадков не ожидается. В ряде районов до минус 17 градусов. Сегодня, благодаря морозам, вновь открылась ледовая переправа в Мамадышском районе через Каму. Маршрут проходит от села Соколка до поселка Новый Закамский. Работает ледяная трасса круглосуточно. Разрешается выезд автомобилей не тяжелее 3,5 тонн. Напомним, в республике функционируют 2 переправы. Дорога между Зеленодольском и Нижними Визовыми также возобновила работу на этой неделе. Для безопасного передвижения толщина льда должна составлять не менее 30 сантиметров. Прийти в социальный фонд и написать заявление об отказе перевода пенсии на цифровой рубль. Сообщения с таким призывом начали массово получать татарстанцы. Жители пересылают их друг другу в мессенджерах и социальных сетях, не понимая, что за этим стоит. С начала года в отделение социального фонда пришли уже более 50 человек, и это только показания. Фейк или не фейк? Что такое пенсия в цифровых рублях, разбиралась Алена Струминская. Добрый день. Мне на телефон пришло сообщение об использовании цифрового рубля. Вот сообщение, которое получила Фания Альмеева. В нем говорится, скоро всех пенсионеров переведут на цифровой рубль. После этого пенсию нельзя будет снять наличными или перевести на банковскую карту. Чтобы отказаться, якобы нужно написать заявление в социальный фонд. Мне знакомая прислала сообщение, что нужно идти в пенсионный фонд и отказываться от цифрового рубля. Я решила подойти и сделать это. Вот один из примеров сообщений, о которых идет речь. Это картинка с текстом, в которых жители призывают не соглашаться получать пенсию в цифровых рублях. Его сейчас активно пересылают друг другу в мессенджерах и социальных сетях. Специалисты социального фонда предупреждают, это фейковые сообщения. С января к ним в отделение пришли уже больше 50 человек с подобными обращениями. И это не считая звонков, которые ежедневно поступают в колл-центр. Мы им говорим, что делать этого не нужно, даем им памятку, разъясняем. Такие заявления ни о переводе, ни об отказе мы не принимаем, они нам в принципе не нужны. Заявления не принимают, потому что перевод пенсии в цифру на данный момент невозможен. Выплаты пенсии отделением Социального фонда Республики Татарстан в новых форматах не предусмотрены. Заявление о переводе или тем более отказе перевода представлять не нужно. Пенсия выплачивается как и раньше. Цифровой рубль начал разрабатывать Банк России в прошлом году. Заявляют, это будет еще одно средство для платежей и переводов, равен обычному рублю. В Национальном банке Татарстана подчеркивают, открывать счет в цифровых рублях или нет, выбирает сам гражданин. Об обязательном переводе в виртуальные деньги зарплат или пенсии речи не идет. Автоматически такой счет открываться не будет. И за человека его открыть невозможно. Если человек посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать такой счет. В Нацбанке Республики призывают жителей пользоваться достоверными источниками и не доверять фейкам. Все это делается для дестабилизации общества. Актуальная информация есть на сайте Банка России в специальном разделе «Цифровой рубль». Алена Струминская, Альбина Минаева, ТНВ, Казань. Если вам есть что сообщить журналистам ТНВ, напишите на наш редакционный номер. Сюда можно прикрепить фото, отправить видео о тех событиях, свидетелями которых вы стали. Также можно сообщить о проблемах. Номер работает круглосуточно. Возможно, именно ваше сообщение станет поводом для нового репортажа.
В Татарстане началась работа по новым национальным проектам, федеральным и республиканским программам. $1 миллиард выделен на обеспечение инфраструктуры и земельных участков для многодетных семей. В республике построят 5 школ в Набережных Челнах, Казани, Агрызе, Мензелинске и Буинске. Также запланировано возведение 47 фельдшерско-акушерских пунктов. Традиционно большой объем предстоит выполнить по благоустройству общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Речь идет о 61 объекте. На эти цели выделят почти $2 миллиарда. Сегодня глава Минстроя призвал муниципальные власти оперативно опубликовать актуальные правила землепользования при застройке. В течение всего 2024 года сохранялась положительная динамика работы муниципальных образований в данной системе. Однако в части размещения актуальных редакций правил землепользования застройки 6 районов находятся в красной зоне. Это Актанышский, Нурлатский, Рыбнослободский, Балтасинский, Агрызский и Арский муниципальные районы. В Набережных Челнах заселили новый дом, построенный по программе социальной ипотеки. Ключи от квартир получили 170 семей. Здесь будут жить дети-сироты, работники бюджетных организаций и молодые семьи. Квартиры сданы в чистовой отделке. Подъезд оформлен по индивидуальному дизайн-проекту. Сейчас в городе идет строительство арендного жилья для сотрудников КАМАЗа. Очень рада, что у нас, собственно, теперь будет квартира. У нас, тем более, сегодня еще маленький праздник. Как раз дочке 1 год и 4 месяца. Мы ждали год. После рождения второго ребенка мы поняли, что все, в принципе, мы уже нуждаемся в улучшении квадратных метров. И вот сразу мы подались как молодая семья. Всю неделю в Татарстане чествовали ветеранов, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Вручали медали в честь 80-летия Победы, поздравительные письма от президента России и Раисы Республики. Как говорили, спасибо тем, кто приближал победу, в обзоре Светланы Зунаревой. В Набережных Челнах проживают 14 ветеранов, участников Великой Отечественной. Один из них – Мухтасим Фарукшин. Ему 100 лет. Поздравить долгожителей пришли мэр города Наиль Магдеев и тимуровцы. Мухтасим Фарукшевич находился на фронте с 1943 по 1945 и принимал участие в освобождении Сталинграда и Прибалтики. Под Гатчиной был ранен. Наиль Магдеев вручил ветерану юбилейную медаль от имени президента России. Также Мухтасиму Фарукшину присвоено звание «Почетный гражданин Набережных Челнов». Я это с удовольствием делаю. Прикрепляю звание почетного гражданина к лацкану пиджака. Значит, там, где и ордена Отечественной войны, есть и трудовые награды. Поэтому искренне это делаю от души. В Тукаевском районе медаль в честь 80-летия Победы и звание почетного гражданина присвоили Шавкату Ахметназипову. В 1943-м он с 17-летним юношей ушел на фронт. Был пулеметчиком, освобождал Чехословакию. На днях ему исполнилось 99 лет. Всего в районе поздравят и вручат памятные медали 115 ветеранам Великой Отечественной. В Нижнекамске глава района Рамиль Мулин пришел в гости к 99-летнему Фаузи Тазиеву. В 1943 году в 17 лет он отправился воевать против Японии. Также медаль с Красным Знаменем Победы вручили и труженику тыла Анне Макаровой, ей 95. В годы войны работала вместе с другими детьми на лесоповале в родном Рыбно-Слободском районе. Памятные медали к 80-летию Победы получат 290 ветеранов района, из них 7 непосредственные участники Великой Отечественной. И косили, и серпами жали. Тогда ни комбайнов, ничего не было. Чего только я не работала. Каждый день мы видим, кто-то уходит, поэтому постараемся, конечно, в ближайшие 10 дней вручить все медали. Помимо этого, принято решение о присвоении почетного гражданина района каждому участнику Великой Отечественной войны. В Заинске вручили юбилейные медали к 80-летию Победы Анне Моисеевой и Леониду Мачтакову. Они последние участники фронтовых событий в районе. Леонид Мачтаков принимал участие в сражениях под Сталинградом и на Курской дуге. Сейчас ему 101 год. Анна Ивановна была медсестрой, затем снайпером. Прошла путь от Москвы до Берлина. 15 февраля Анна Моисеева отметит свой день рождения, и ей исполнится 102 года. Сегодня вас, таких как вы, бережем как зеницу ока, потому что вы живые свидетели этой великой истории.
В Бугульме ветеранов поздравил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Награды удостоились труженики тыла Раисат Ухватуллина, Медхат Идрисов и Зинаида Салмина. В годы войны, несмотря на юный возраст, они трудились на полях и на производстве. Сейчас в городе и районе проживают 172 ветерана-труженика тыла и 3 непосредственных участников Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в каждой семье, в каждом сердце. И память о героизме наших людей будет жить вечно. Наш долг сохранить эту память, чтобы будущие поколения знали, какой ценой досталась победа. В Бавлинском районе проживают 4 ветерана. 3 посетили глава района Ильяс Гузаиров и депутат Госсовета Регат Хусаинов. Первым памятный знак получил 97-летний Аркадий Брехов. День Победы он встретил в Иркутской области. 98-летний Иван Поликушин служил на Дальневосточном фронте. Рядовой Халик Каримов готовится отметить свое 99-летие и планирует встретить День Победы на городском параде. Чествование ветеранов в Татарстане продолжается. Каждый герой получит памятные медали, заботу и внимание. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. Сегодня исполнилось 80 лет подвигу Михаила Девятаева. 8 февраля 1945 года казанский летчик совершил побег из немецкого плена. Сын Героя Советского Союза Александр Девятаев на выставке «Крылья мужества» рассказал студентам о судьбе своего отца. Оказавшись в концлагере при ракетном центре Пенемюнде, летчик Михаил Девятаев организовал побег 9 узников, выбрав для этого бомбардировщик. В нем находился пульт управления ракетами «Фау». Так немцы лишились своего оружия возмездия, а наша страна получила сведения об их разработках. Золотую звезду Михаилу Девятаеву присвоили только 12 лет спустя. За это время он прошел трудный путь. Был и фильтрационный лагерь НКВД. Затем, как бывший пленный, он с трудом мог найти работу. Выставка приурочена к 80-летию Победы. В экспозиции можно увидеть редкие фото из семейного архива легендарного летчика. Это очень красивая, очень поэтичная выставка. Здесь главной темой является не побег отца. Здесь главной темой является, а как влияла семья в Мордовии, семья в Татарии, вся семья, родственники, друзья, как они влияли на отца, где он питал ту силу, которую действительно надо было найти. Сегодня в Казани прошли пистолетные соревнования, посвященные памяти бойца СВО Романа Пчелина. 30 участников из столицы республики и районов Татарстана соревновались в меткости стрельбы из пневматического оружия. В год 80-летия Великой Победы и год защитника Отечества такие состязания вызывают особый интерес у молодежи. Выстрел и страйкбольная пуля попадает точно в цель. 20-летний Анис Мавлеев занимается стрельбой 5 лет. Решил попробовать страйкбольным оружием стрелять. Первый раз. Самое сложное в этих всех соревнованиях – это время и найти мишени. На пистолетное соревнование заявились 30 участников от 16 до 45 лет. Сражаются в стрельбе из пневматического автомата и пистолета. Такой азарт. Попадешь, не попадешь, вопрос. Первые разы стреляли в 7-8 лет на природе с родителями, то есть пневматическим или игрушечным оружием. В числе конкурсантов есть и девушки. Юлия из Высокогорского района. Испытание прошла за 2 минуты. Соревнования посвятили памяти участника СВО, уроженца Кайбецкого района Романа Пчелина. 3 года назад по частичной мобилизации попал в зону спецоперации. Освобождал Луганск и Донецк. В ноябре 2023-го и получил смертельные ранения при штурме позиций врага в Харьковской области. Посмертно его наградили Орденом Мужества. В зале сегодня родственники и боевые товарищи. Память бойца почтили минутой молчания. Очень приятно даже, что нас не забывают. Нашу сына не забывают, всегда вспоминают. Мальчик ничего не боялся у нас, конечно. Смелый. Это был настолько сильным духом человек. Он прошел не одну горячую точку. Роман был не просто военнослужащим, он был нашим братом, другом и товарищем. Он был человеком, на которого мы могли всегда положиться. Соревнования «Молодежное движение «Форпост» организует ежегодно. Основная цель – патриотическое воспитание. Это привитие молодым ребятам культуры обращения с оружием через использование страйкбольного пневматического оружия. Ну и самое главное – это развитие в них физических навыков, ловкости, меткости и такого здорового соревновательного духа. Состязания, посвященные памяти бойцов, будут проводить весь год. Сирина Васильева, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.
Новый сезон представлений стартовал в единственном музыкальном театре республики. В репертуаре зеленодольского коллектива более 25 мюзиклов и 11 шоу-программ. Это и драматические спектакли для взрослых, и музыкальные для детей. За основу берутся классические произведения русских и татарских писателей. Чем удивят зрителей в этом году, расскажет Арина Тыринова. Сказка «Волшебник изумрудного города» на новый лад в жанре мюзикл. История о вечных ценностях, доброте и дружбе на сцене Зеленодольского музыкального театра «Родина». В Татарстане он единственный. Здесь каждая постановка – песня. Именно с этой мелодии начинается путешествие Элли по волшебному миру в поисках Гудвина. Главную роль исполнила Алиса Хайалудинова. На сцене 17 лет. Музыкальный спектакль для нее новый опыт. Когда на сцене я нахожусь, я не задумываюсь о словах, я не задумываюсь о песнях. Оно идет изнутри. Театр открылся в 2011 году. Лайт-оперы, музыкальные и драматические спектакли по мотивам классических произведений. Представления идут на двух языках – русском и татарском. Особой популярностью пользуются мюзиклы. В репертуаре их почти 3 десятка. Авторы музыки – сотрудники театра. К работе над сценариями привлекают коллег из Москвы и Екатеринбурга. Это сложнейшие партии, которые невозможно выучить как песню на концерт. Изучение этой партии может длиться от 2 недель до полугода. Мы работаем с композитором, с драматургами, или пишем либретто, или используем либретто, которые у нас уже есть. После этого разучиваем партии, мы выходим на сцену, и где-то в октябре-ноябре у нас эти спектакли могут уже смотреть зрители. Здесь каждый артист обязан не только быть актером, да, он должен быть танцором, декламатором, певцом. Танцор и певец – это, наверное, более важное в мюзикле, чем драма. Как я знаю историю нашего театра, он уникальный, да, то, что говорят, что такого в Татарстане нет. Представление достаточно хорошее, декорация тоже. Сегодня все песни понравились. Своих звезд театр растит с малых лет. Для детей организовали актерские курсы. Имеем возможность профессионально расти и ставить наши спектакли на высоком профессиональном уровне. В нашем театре ставятся мюзиклы, опера, оперетты, шоу-программы. И вот сейчас мы с этого года начали пробовать с артистами квартирники. В этом году театр представит 2 постановки, посвященные 80-й годовщине Победы. Это музыкальные спектакли «Храни меня, любимая» и «Салют Великой Победы». Их покажут в Казани, Волжске, поселках Васильево и Юдино. Арина Тыринова, Альбина Минаева, ТНВ, Зеленодольск. Сегодня вся республика встала на лыжи. Так татарстанцы присоединились к лыжне России. Это самый массовый зимний марафон. Только в Казани акцию поддержали больше 20 тысяч человек. На старт вышли и взрослые, и дети. Старожилы показывали мастер-класс по танцам на лыжах, а гитаристы согревали публику. В этом году забег приурочен к 80-летию Победы. На финише самых быстрых участников встречала Виктория Делис. Это больше, чем просто лыжная гонка. Это настоящий народный праздник. Поток людей кажется нескончаемым. Только раз в год мы видим столько казанцев, занимающимися зимними видами спорта. Стадион «Локомотив» сегодня едва вместил всех, кто предпочел дивану активный отдых. Самая массовая дистанция – 1,5 километра. Километровые расстояния бежали самые почетные участники-ветераны. Этот забег посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 2025 особенный и для Альберта Файзулина. В этом году он тоже отметит 80-летие. На лыжах, на коньках. Ну, это такой праздник сегодня вообще как-то одно удовольствие. Тут прийти, пообщаться со своими друзьями, ветеранами. Так что вот одно удовольствие. Сегодня возрастные участники были энерджайзерами забегов. Тому подтверждение этот видеоролик из соцсетей. Остается только завидовать бодрости и оптимизму лыжника. Самым возрастным участником забега стала 83-летняя Разия Агабекян. Просто надо двигаться, выпинывать себя из постели, встать на ноги и бежать, и двигаться, заниматься спортом. За моей спиной финишируют участники массового забега торжественного открытия лыжни России. Профессионалы, любители, дети и взрослые. Но всех их объединяет любовь к спорту. Мне 80 лет, я вместе с молодежью бежала. От радости победители падают на снег. Их поздравляют болельщики. Готовые награды. Мой сын участвовал в забеге на 5 километров. Вот. Ну и, собственно, я его решил поддержать таким вот тоже примером. Я хочу
заниматься, пока не закончу школу. И есть у меня цели, да, я хочу побеждать в гонках. В этом году участие в лыжной России приняли больше 20 тысяч казанцев. Это на 5 тысяч больше, чем в 2024. В 3 локациях по Казани и практически почти во всех районах республики сегодня любители лыжных гонок встают на лыжи. Профессионалы, любители, дети, взрослые, ветераны, все в одном порыве, показывая, что здоровый образ жизни – это очень важно, это очень нужно. Сегодня на стороне спортсменов была и погода. При -5 лыжи идут сами, говорят участники. Виктория Делис, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте электронной газеты «Реальное время». Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татар Сейчас. Здесь вы найдете еще больше информации и сможете посмотреть наши репортажи. Следите за нами и в других соцсетях. Сейчас прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте! С погодой на 9 февраля познакомлю вас я, Амирхан Калимулин. В Татарстане в предстоящие сутки ожидается комфортная погода. Подробнее после полезной информации. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер ждет все ваши пожелания. Узнайте подробности и записывайтесь на замер по телефону 2 167 166 или приходите по адресу Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Богатых Савах и Зеленодольске будет пасмурная погода. Местами пройдет снег. Температура днем 4-5, ночью 5-7 градусов мороза. В Буинске, Апастово и Кайбицах тоже облачно, небольшой снег. Температура в течение суток от 5 до 7 градусов ниже нуля. В Чистополе, Новошишминске и Мамадыше ожидается облачность, слабый снег. Температура днем 4-5, ночью 5-7 градусов мороза. В Менделеевске, Менделинске и Сарманово облачно, снег. Температура днем -4-5, ночью -5-7. В Ознакаево, Бавлах и Леногорске будет пасмурно, осадки в виде слабого снега. Температура днем 4-6, ночью 6-7 градусов со знаком минус. В туристических городах республики погода довольно устойчивая. В Свияжске днем 4, ночью 5 градусов мороза. Будет облачно, пройдет небольшой снег. В Волгорах облачно, небольшой снег. Температура днем 5, ночью 6 градусов ниже нуля. В Елабуге тоже небольшой снег. Будет облачно, 4 градуса днем и 6 градусов ниже нуля ночью. Для поддержания здоровья, особенно в зимние месяцы, фабрика здоровых продуктов предлагает вам попробовать свои согревающие чаи, волшебные сиропы и масла, натуральную косметику. И вся эта продукция наша, родная, из Лаишева. Приобрести продукцию можно по QR-коду на экране. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2 677 677. Продажа квартир в жилом комплексе «Новые горки». В строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой White Box в окружении Горкинско-Аметьевского парка и шаговой доступности метро «Горки». Узнайте подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». В Казани будет облачно, осадки в виде слабого снега. Температура днем 3, ночью 4 градуса мороза. Атмосферное давление высокое, оно составит 776 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный чуть более 2 метров в секунду. Влажность 86%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Приятных вам выходных.